Недавно вышло две новости, которые определяют будущее россиян, а значит и жителей Республики Башкортостан на ближайшие годы. 28 ноября текущего года Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. По этому бюджету расходы на оборону вновь вырастут на ближайшие 3 года. На 2025 год расходы на оборону, или если правильно назвать, на войну, составляли 13,5 триллионов рублей. А уже на 2026 год они уже заложены 13,78 триллионов рублей. То есть расходы вырастут. На следующие 2 года расходы на войну будут примерно в таких же процентах. Но одними расходами на оборону дело не ограничивается. На так называемую внутреннюю безопасность и правоохранительную деятельность расходы тоже будут увеличиваться. А это ФСБ, МВД, ФСИН, Росгвардия, ФСО, и так далее. Если на 2025 год эти расходы составляли 3,45 триллионов рублей, то на 2026 год в бюджет уже заложено средств на 3,96 триллионов рублей. На 2027 год 4,27 триллионов рублей. 2028 год 4,47 триллионов рублей. С каждым годом все больше и больше. В общем же, в совокупности, эти расходы на войну и на внутреннюю безопасность на 2025 год уже составляют 40% от всех расходов бюджета. На 2026 год они будут составлять 40,14%. Мы все прекрасно понимаем, что если в одном месте увеличивается, значит где-то будет сокращаться. А сокращаться будут расходы на здравоохранение, на образование, на социалку. Меньше денег пойдет на строительство дорог, на ремонт ЖКХ, на газификацию населенных пунктов, на пенсии, на социальные пособия, и так далее. И как мы это видели по прошлым годам, расходы на войну в течение года, как правило, вырастают и вылезают за эти заложенные цифры. К тому же многие расходы на войну спрятаны в других расходах бюджета, как, например, выделение средств на военную пропаганду, на госпропаганду, на различные патриотические мероприятия, акции и так далее. Вторая новость заключается в том, что 2 декабря на инвестиционном форуме «Россия зовет» Путин прямо заявил, что Россия готова к войне прямо сейчас. Правда, потом оговорился и сказал, что если они готовы, то, мол, мы готовы. Если они захотят, то, мол, мы готовы к войне. О чем это говорит? Это говорит нам всем о том, что война будет продолжаться. И в мыслях у Путина заканчивать войну просто нет. То, что Путин иногда высказывается о мире, что, мол, мы готовы к миру, что мы все хотим мира, это все лицемерие. Человек, который хочет мира, никогда не будет говорить такие слова, что он готов воевать с Европой. Эти слова точно не способствуют укреплению мира. Наоборот, они усиливают конфронтацию, чего на самом деле и хочет Путин. Потому что пока идет война, ему удобно и хорошо сидеть во власти. Общество сплочено вокруг некого коллективного врага, который хочет почему-то поработить Россию-матушку. В условиях обороны против мирового врага ему удобно закручивать гайки внутри страны, проводить массовые репрессии, блокировать интернет, списывать на врага кризис в экономике. Если бы Путин реально хотел бы окончить войну и выйти из нее более-менее, на более-менее достойных условиях, он бы давным-давно воспользовался бы помощью Трампа, который просто за уши вытаскивал, и до сих пор вытаскивает Путина, пытаясь спасти его репутацию от полного краха. Но Путин раз за разом отказывается. Если проанализировать и описать простыми словами эти две новости, то населению страны, в том числе и жителям Республики Башкортостан, надо затянуть потуже пояса и готовиться к затяжному конфликту со всем цивилизованным миром. Провластные пропагандисты и дальше будут всех нас убеждать, что Россию хотят уничтожить западные враги. Что если не великий Путин, то страна обязательно пропадет. Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила. Все по Оруэллу. Кто не читал его знаменитую книгу 1984, то очень рекомендую.
она сегодня как никогда описывает российские реалии, очень приближена к ним. И ведь многие верят российской пропаганде и не хотят просто спокойно поразмыслить, включить критическое мышление и понять, что все наши беды именно от Путина и его режима, от его правления. Что на самом деле никто на Россию не нападал, никакое НАТО не хотело воевать с Россией, нет никаких нацистов в Украине. Но зато в самой России этих нацистов развелось хоть пруд пруди. Пока Путин пытается защитить русский язык в Украине, в самой России все нерусские языки практически уничтожены. Сами национальные республики превратились в бесправные колонии, а дружки Путина, российские олигархи, выкачивают ресурсы из страны на миллиарды долларов. Наши республики загнаны в долги, разрушены дороги, не хватает больниц, школ, детских садов, система коммунальных услуг просто уничтожена. Но это же не НАТО сделало и не Украина. А вы знаете, что состояние российских миллиардеров с начала 2025 года увеличилось почти на 18 миллиардов долларов? Такие данные приводит мировой рейтинг Bloomberg. Всего глобальный рейтинг миллиардеров уже входит 21 гражданин России с совокупным капиталом 306,5 миллиардов долларов по состоянию на 1 декабря 2025 года. Эти олигархи за время ведения войны увеличили свое состояние в несколько раз. Они зарабатывают на ней, и им выгодно, чтобы эта война длилась бесконечно. Именно поэтому эта война и идет уже почти 4 года, и по своему сроку уже скоро перегонит Великую Отечественную войну. И как мы видим, заканчиваться она не собирается. Но заканчиваются наши жители республики, и уже сейчас количество погибших, официально признанных властями, перевалило за 8 тысяч человек. А значит, реальная цифра намного больше. В ноябре на 6-м российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине глава Роснефти Игорь Сечин заявил, внимание на слова: «Россия готова стать ресурсной базой для Китая, который превратился в промышленную супердержаву». То есть на самом деле война идет именно для того, чтобы Путин осуществил свою мечту о восстановлении Российской империи, чтобы путинские дружки-олигархи зарабатывали на ней деньги, и чтобы Россия превратилась в вассала и сырьевую базу Китая. Вот за это сегодня воюют жители Башкортостана. Просто сядьте и подумайте, все те, кто поддерживает эту войну. Включите критическое мышление. Вы этого хотели? Вы за это воюете? Вам точно нужно такое государство, где сама власть обогащается соседний Китай, а вас делают нищими и заставляют платить за все это жизнями родных и близких? Я знаю, что многие сейчас начнут оправдывать Путина и придумывать кучу отговорок. Не надо этого делать. Просто задайте сами себе эти вопросы и ответьте на них честно.